Стерлитамаке заканчивает строительство инфекционного госпиталя на 380 койко-мест. Он расположен за частным сектором по улице Караная Муратова в районе мечети. Еще 1,5 месяца назад здесь было чистое поле. Теперь сборно-каркасный госпиталь уже распахнул свои корпуса, лепестки в разные стороны света. На территории в 7 гектаров будет и вертолетная площадка для санавиации. Проектом это предусмотрено. Этот инфекционный госпиталь сверхфункциональный. Там будут лечиться жители Стерлитамака и других близлежащих городов и районов республики. Строители работают круглосуточно, 4 смены. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Валерий, все, запускаться. Вам-то это вас спасение для вас. О, еще какое. Мы вообще сразу вас разгрузим, мне кажется. Студент вот с понедельника тоже заходит туда, на ГБ-2. Да, уже да. помощь. 6 человек вчера у меня приехали, профессора. Но вот они уже сейчас рекомендации дают. Там все так это. Черновой асфальт у нас готов в объеме 100%. В выходные мы заканчиваем бордюры и 24 числа производим чистовую укладку по кругу. Вот это почистить это? Это черновой асфальт. Это все сдираем. И еще щетками. Площадка тоже черновая, вертолетное освещение предусмотрено. А мы уже можем сюда садиться? Без проблем. Здесь бетонное основание 40 сантиметров, щебеночная подготовка. То есть это готово 50. нормально, да? Она оттестированная, она просто без верхнего слоя. Но 25-го будет верхний слой. Но она сертифицированная будет, да? Да, Все? да. С освещением, с ночной посадкой. И у нас Вам, кстати, классно будет. у нас вообще отлично как раз решается вопрос по вертолетке. А больница где ваша? А вот, Рафик Харич, вот здесь вот 3 минуты езды. Ну, то есть вам удобно, если что, сюда, да? Отсюда можно доехать до всех 3 основных лечебных учреждений Стерлитамака. Самый дальний Машзаводская, вот который ГБ-2, 15 минут. А остальные здесь в городе, они рядом вообще. Здесь было 23-24 градуса мороза, минус 14 температура плиты по утреннему замеру. Сейчас закупили газовые пушки. Будете греться, да? инфракрасные. Ну, потому что нам надо прогреть именно основание плиты. У нас 21 числа заключен контракт, 22 мы первое финансирование получили. Соответственно, сегодня 29-й день работы. 29-й, да? Ну, по сути, с момента получения денег. И все оборудование у нас поставлено. А это что? Это общежитие. То есть, так как сэндвич у нас не готов, мы монтируем сразу все инженерные системы. Работаем все 24 часа непрерывно. Завод просто не имеет... А вы круглосуточно работаете, да? Круглосуточно, абсолютно круглосуточный режим. Освещение по периметру все включили, здесь светло. То есть у нас суббота-воскресенье, вот упор на уже подходные подъездные пандусы все. И с 24-го мы все закатаем в асфальт. Семенную смесь подобрали озимую с биологами. И они гарантируют, что по весне все будет всходить. Ну, выровнять надо. Нет, мы все зачерним. То есть все кустарники, зеленые насаждения. Все полностью уже высажено. Здесь деревьев получилось больше, чем в Зубово. Да? Да, тут за 500 они зашкалили. Там 400 было, да? Да, там 400. Здесь озеленение, в большем объеме. Ну и лучшие агротехнические сроки попали. По идее, выживаемость будет гораздо выше. Серьезно? Да, конечно. Вот такой мороз. Это идеальная вообще посадка. Всего мало. Вот они не любят сов. 500 штук. Не надо, всего 500. Надо 1000, да? Конечно. Да. Вот сюда сейчас на ЗОС... Не, мы сейчас на ЗОС вот еще дополнительно 40 елок приготовим. В корпус зайдем. То есть ИТП у нас полностью собрано, оно функционирует по постоянной схеме. Ростехнадзоры его пока не предъявляли. Но оно работает. То есть у нас осталось сейчас распределение по вентиляции. Очень по ветку уже идет разводка. Да, и контур уходит у нас на чердачное на чердак и полностью проходит по всем лепесткам. Отсечение по каждому лепестку отдельно. Мы усилили подмости на чердаке от прошлого проекта, сделали дополнительное ограждение, чтобы можно было цепляться и ходить.
И плюс во всех коридорах поставили дополнительно к подвесному потолку еще сэндвич отсекающий, чтобы вообще оттуда никто вообще попасть не мог. Сегодня начинаем ставить откосы. И по плану у нас в этом корпусе на завтра полностью уже подоконники и откосы. Ну, панели делают одновременно. Откосы у нас... Отопление когда пускать будете? Кого? Отопление когда пускать? Отопление, розлив весь запущен. Сейчас откосы ставят и батареи ставим. В понедельник здесь будет отопление полностью сделано. Здесь и в первом. Это мы уже заходим в центральную голову. Это административный блок. Это кабинеты. Ну, здесь сразу делают электрику. Отопление вот у нас осуществляется сейчас вулканами. Но это временные вентиляторы тепловые. Это центральная, да, у нас? Да, это мы зашли уже в центральную голову. Витражи остеклены, контуры закрыты у нас здесь. Ну, стекло расставляем. Окончание остекления планируется к воскресенью. Фасад приступили. Ну, мы с улицы. По зданиям пройдем или по улице? По улице пройдем. Давайте по улице. 23 числа у нас изготавливается последняя панель. И плюс нам надо... То есть, получается, сегодня суббота, завтра они доукупорятся, так? В среду они должны здесь все завершить. Плитку, Андрей Геннадьевич, я не знаю, как наклеить на минусовую плиту. Ну, ее нельзя клеить. В смысле, не согревается? Минус 11 плита. А прогнозы погоды какие у нас вообще? Прогнозы у нас уже значения здесь не имеют, нам надо внутри. Ну, прогреть плиту надо, на которой на полах. А сколько у тебя, по твоему прогнозу, когда плита согреется? 3-4 дня. Ну вот сегодня еще выставим инфракрасники и посмотрим. Это вот начали уже облицовывать? Да, это уже делают фасад. Она же разноцветная у вас, да? Да. У нас здесь, ну, согласно утвержденному эскизу, то есть это белый фон, а дальше идут разноцветные элементы. То есть у нас здесь присутствуют, ну, красные оттенки, графит, салатовые. Также в дизайне очистные сооружения. А вот это вот оборудование для операционной, для... Оборудование все готово. Да? В Уфе КТ «Рентген» находится. Ага. УЗИ, Ага. ИВЛы. Мебель вся уже как бы сделана, стоит на складе. Мы даже сейчас с Ивановичем обсуждали, он даст либо какой-то спортзал, чтобы они начали собирать, и сюда привозить уже быстрее собирать. КТ-рентген будем комнаты смотреть или не надо? Да, посмотрим. Интересно. А кислородная станция? Давайте тоже сейчас взглянем ее. Она полностью готова, опрессована и запущена. КТ-рентген отсюда, да? Того кислорода, который стоит в его хватает на сутки. Мы увеличили его в 3 раза. Ну вот КТ-рентген сейчас посмотрим в помещении. А крыша, получается, она не утепленная, да? Утепленная, это тоже сэндвич-панель. Тоже сэндвич. Да, вот И она. сверху Это вот мы видим торец торец сэндвич-панели. самого же. Андрей Геннадьевич, а благодаря чему удалось ускорить? Ну, уже руку набили строители, уже посмотрели, какие можно сделать действия еще более ускоренно. Во-первых, завод-изготовитель сейчас без сбоев работает. В первый раз для него этот объем был слишком большим, вот, чтобы круглосуточно работать. Вот, а сейчас это уже 3-ю больницу, которую этот завод построил, изготовил. Челябинскую успели уже изготовить. Сейчас это, то есть уже поставили на поток, это раз. Поэтому с производством панелей и конструкций уже нет заминок. Второе, здесь комбинированная система. Стальные конструкции произведен Нефтекамский, а также из черного металла часть. Вообще была идея 2-ю больницу полностью конструкцию из черного металла сделать на месте, но мы поняли, что одновременно несколько цехов в Башкортостане не справятся с этим объемом, поэтому все-таки решили заводскую тоже использовать, и поэтому здесь комбинированные легкие стальные конструкции и черный металл. Но это, чтобы это сейчас изготавливать и собирать, одновременно в Башкортостане работают несколько заводов на это, одновременно, здесь только собирают. Это все позволяет ускорять. Вот. Ну, плюс уже руку набили по заказу оборудования и по всему, чтобы потом не ждать.
Единственное, что нас сейчас чуть-чуть держит, это температура, которая в минуса ушла. И вот прежде чем плитку сейчас постелить, надо нагреть эту плиту до плюсовых температур. А для этого нужно несколько дней. Но только это сдерживает. Ну, справимся. Мы справимся в любом случае, мы с опережением первоначального даже рекордного срока придем. Но просто вот можно было еще несколько дней бы выиграть, если плюсовая температура была. Воздух весь завершили раскладку. Сами вентиляционные установки в монтаже. А это шлифовали же полы, да? Полы все шлифованные, но нам сюда вообще по проекту нужно наклеить линолеум и плитку еще. Вот здесь у нас помещение компьютерного томографа. Это свинцовая защита. Она выполняется между стенами. Вот ее здесь хорошо видно. А потом закрывается уже внутренним сэндвичем. Там пультовая, Да. а здесь сам аппарат. Сюда ставится рентгензащитное окно. Оно выехало, будет здесь. Сюда рентгензащитная дверь и вторая. В понедельник занесут сам аппарат. Зашли. То есть в понедельник, да, мы полностью вносим сюда оборудование и приступаем к монтажу. Кабельные линии все готовы. Мы КТ получим, они заводятся у нас с потолка сюда. А у нас же КТ же в красной зоне будет, да? Нет, диагностический. Это диагностическое отделение. Красной зоны у нас здесь нет. Ну, то есть можно со стороны завозить людей. Ну, то есть ваш КТ может работать на взаимозамене какой-то. Очистные сооружения изготовлены, поставляются сюда в понедельник в 2 часа. Они полностью в дизайне закрытые. Мы тоже убрали всю подземную коммуникацию, перенесли ее наверх для удобства обслуживания. Ну и вообще, в принципе, это лучше технология. И байпасную линию сделали. В случае, если с ковида уйдет, чтобы не расходовать очистные, мы можем переключать на простую канализацию. Ну да, если не будет инфекции такой. Так, будем заходить, да? Да. Ну что, пройдемте коротко, да? Так, ну, давайте доложите. Смотрите, у нас задача на следующей неделе строительно-монтажные работы завершить, так? Так. В среду. Сейчас у меня вызывает сомнения из-за температуры плиты, да? Среда вызывает сомнения. Поэтому первоначально наш срок был, значит, 1 число, это вторник следующей недели, то есть тогда есть еще, по сути, 10 дней. Потом мы решили немножко подсократить, еще ускорить темпы. Но сейчас, с учетом температуры на улице и температуры плиты внутри, да, с учетом того, что они в воскресенье закупорятся и начнут обогревать 3-4 дня, этот четверг будет плита плюс-минус готова, да, к тому, чтобы с ней работать. И получается реально к концу недели, да, к концу недели завершить. То есть не в среду, а к концу недели. Но так как первый это вторник, а в идеале в воскресенье завершить здесь все, чтобы с понедельника полноценно работать, в принципе, суббота это приемлемый срок, да, для завершения этого объекта для СМР. Ну вот исходя из реальности сейчас. Через неделю, да? Вся инженерия уже все готова. Инженерия вся, да. Мы с инженерией вообще вот без сомнений. То есть Максим Васильевич, а по медицинскому оборудованию какая Я хочу готовность? доложить, что у нас контрактация 100%. По поставке оборудования до 1 числа у нас планируется готовление поставить 88% всего контрактации. До 15 числа 98%. У нас там будет просрочка больше 15 числа, там 4 наименования. Это оборудование для одного кабинета бак-лаборатории, но для функционирования объекта это не влияет. Тяжелое оборудование уже находится в Уфе. Как уже коллеги доложили, что в понедельник оно приедет сюда, уже начнется монтаж. Это то, который требует длительного монтажа, не менее 5 суток. Компьютерный томограф, рентгеновский кабинет. Также еще вот обсудили, мы начнем параллельно начинать крупноузловую сборку медицинской мебели. Вся мебель готова у нас, чтобы потом по мере сдачи лучей заходить и собирать полностью. А операционных блоков сколько будет здесь? Одна операционная. Одна всего лишь операционная, да? Операционный зал на Сколько 2 стола. столов? 2 стола. Да, на 2 стола, да. Этого достаточно? Для такого количества по размеру, достаточно, да. Родзал у нас один. А мест сколько? Родовой зал. Один родовой зал, соответственно, могут рожать 2 человека одновременно, да, будет разделено. Педиатрическое отделение у нас здесь предусмотрено.
на 16, на 14 боксов. Аппараты ИВЛ тоже самое уже в Уфе на складе стоят, поэтому по оборудованию, чтобы начать работать, условно говоря, с 1 числа приступить к лицензированию, к 3 закончить, если по нашей схеме, то с 3 числа, я думаю, что нужно будет уже. Владимир Ильич, держитесь тут? Как у вас ситуация? Ну, ситуация нормальная, Райф Фаридович. По медицине мы уже вот обсуждали сегодня с Максимом Васильевичем. Сюда главный врач уже людей набирает. Желающие есть. Мы от города 10 квартир, сейчас ремонт делаем, 10 квартир мы предоставляем. Но пока служебная. Ну, там решите. Не, ну квартиры плюс общежитие. Да, общежитие. Сформировано штатное расписание, 400 физических лиц, это с учетом и общебольничного персонала, обслуживающего персонала и врачебного персонала. Количество физических лиц, которые уже под каждую штатную единицу у нас составляет более 70%. Часть сотрудников, мы думаем, что еще, наверное, человек 15, они, как увидят объект, действительно тоже согласятся сюда переехать работать. И, как мы думали, что порядка 20, может быть, чуть меньше процентов, это будет вахтовый метод за счет привлечения из близлежащих медицинских организаций. Так что по мере переходов на так называемую обычную работу и мирное время, наше штатное расписание здесь уменьшится на 100 физических лиц, поэтому здесь просто Врачи прошли какую-то вот практику, я говорил, чтобы в Зубово они посмотрели, поработали? Заведующие отделениями уже были на стажировке в Зубово, смотрели, и руководитель филиала. Плюс у нас просто это будет наш основной филиал нашей республиканской клинической инфекционной больницы, то есть это один и тот же самый коллектив. То есть у нас даже будет ротация внутри одной медицинской организации. Мы хотим разгрузить городскую больницу города Стерлитамака номер 2. То есть, если мы здесь откроем, у вас номер 2. У нас Мы ее переведем большую часть на оказание медицинской помощи не по инфекционным болезням, то есть по терапии, по хирургии, освободим роддом, да, вот в таком формате. Поэтому часть сотрудников, конечно, уровень зарплаты сейчас у наших коллег, врачей и среднего персонала за счет указа вашего выплат президентских, сейчас переход идет на специальную социальную выплату, федеральную. Уровень зарплаты довольно существенный, и люди, конечно, стремятся сюда идти работать. Ну, хорошо. В том числе и за счет материального состояния. В целом, здесь ситуация, у нас обстановка стабильно сложная, темп прироста здесь чуть ниже, чем по Уфе, уровень заболеваемости такой же, как среднереспубликанский, не более 290 случаев на 100 тысяч населения. У нас сейчас имеется небольшой кадровый дефицит, в основном в амбулаторно-поликлиническом звене, но мы сейчас это решили. Уже приехали, да? Студенты приехали? Первая часть профессорско-преподавательский состав уже приехал, приступил к работе. Студенты в понедельник. И в понедельник. Вот этот ППС, они как, здесь ездят туда-сюда? Или... Нет, они приехали как раз на вахту, мы договорились на 21 день, как раз работа инфекционного госпиталя. Устроили в общежитиях. Разместили. А потом, Максим Васильевич, вот этот госпиталь, он же будет работать не только на Стерлитамак, правильно? Медицинский округ же у нас 8 районов. У нас в Стерлитамаке сейчас жителей находится на лечении 283 человека, из них жителей города Стерлитамак всего-навсего 110 человек, остальные это Районы. Да, жители близлежащих районов, в том числе и наших городов Салават и Шимбай. Потому что мы многих тоже своих возим в Салават и Шимбай. Но не ковидников. На наказание на Плановой хирургии вот у нас в Салават принимает, и Шимбай берет на себя, а мы от них забираем ковидников. Сейчас здесь у нас детское отделение, большое число сотрудников тут находится на больничном листе, в основном приехали профессорско-преподавательский состав, чтобы закрыть именно оказание помощи по детству. В этом плане. Потом все ваши указания, которые мы отработали на оперативном штабе, это по выделению автомобилей. Администрация города отрабатывает. У нас здесь хорошая отработка. Здесь даже дополнительно администрация выделила автомобили, чтобы вечером после вечерней работы развозить сотрудников домой. Это тоже здесь отлажено. Отлажен механизм и волонтерского движения. То есть в этом механизме, да.
На следующей неделе здесь приступают к монтажу компьютерного томографа. И обсудили еще с коллегами, в том числе и по решению городского совета, мы за счет нацпроекта пересмотрели одну локацию компьютерного томографа для Стерлитамака. Пересмотрим здесь, чтобы в следующем году еще дополнительный компьютерный томограф был закуплен за счет национального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями. Так, постройки есть какие-то вопросы? Ну, подытожим, да, Раиса? Итак, значит, через неделю, в субботу, завершается строительно-монтажная работа, и строители остаются только для пусконаладочных работ вместе с медицинским персоналом. Так? Раз. Значит, у нас планировалось 1 декабря завершить, это 50-й день, да? Ну, первый это 51-й день, первое. Поэтому 50 дней. Хотели чуть раньше, не получается, бог с ним. Значит, в субботу надо завершить. Максим Васильевич, после этого, да, надо все пусконаладочные работы быстро завершить, потому что с того момента, как мы сделаем официальное открытие, через неделю с небольшим, там, в первых числах будет официальное открытие с нашими гостями, да, из Москвы, с этого момента, соответственно, она будет заполнена полностью, и там уже не остается времени для пусконаладочных работ. Поэтому, по сути, у вас есть 10 дней для того, чтобы завершить и СМР, и пусконаладочные работы. Поэтому надо запараллелить, плюс лицензии, естественно, все параллельно. Вот, поэтому надо сосредоточиться сейчас на этом, на оборудовании, на пусконаладке, на завершении работ, на документах, включая лицензию. Все должно быть это. Поэтому, Гузель Эмильевна, да, ваша работа, она начинается через неделю в полной мере. Больше времени на раскачку нет, остается несколько дней. Поэтому вам и коллективу, который здесь, надо, чтобы уже потом без всяких осложнений и каких-то непредвиденных ситуаций работать. Хорошо, спасибо. Можно, Радик? Да. Добрый день. Мне показалось, вы встревожены после осмотра госпиталя? Нормально, просто такая довольно напряженная же ситуация. Нам он очень быстро нужен. Вот, у нас же там уже планы как для Стерлитамака, что как только мы его откроем, мы освобождаем коечный фонд для лечения больных нековидных. Потому что нас очень сильно тревожит ситуация, то, что у нас смертность повысилась, потому что все-таки, ну, во-первых, ковид начал уносить довольно много людей, потому что люди начинают заболевать ковидом, сопутствующие заболевания, и мы вот уже практически каждый день там по одному человеку хороним уже, так? Вот, поэтому нам нужно срочно здесь сделать специализированное лечение ковида, вот для этого Южного Стерлитамакского округа, и освобождать больницы коечный фонд. Вот немножко тревожит. Все успеем, но это серьезно, это государственная задача. Все свои задачи понимают. Я думаю, что сделаем. Вот. Этот госпиталь мы строим уже с учетом опытов Зубова, да, и повернули некие аспекты. Да. Тут есть целый ряд таких небольших нюансов, которые поправили. Вот элементарно даже такой вот вам покажется таким малозначительным. Вот у нас все туалеты были в боксах внутри, то есть в каждой палате. Но мы сейчас сделали еще туалеты общие в коридорах. Знаете почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что в коридорах люди будут лежать. Вот. Но они в коридорах, ведь когда там нас критикуют, что люди в коридорах лежат, они заходят туда, когда у нас идет пик заболевания, на день, на два, потом освобождаются, соответственно, палаты туда. Но людям очень неудобно. Он лежит в коридоре, то же самое, а он заходил в туалет вот в палату. Сейчас вот я просто говорю, это мелочь такая, но мы уже какой-то опыт на эту тему имеем. Но мы все-таки делаем все, что можно, на самом деле, все, что можно, чтобы сдержать этот натиск ковида. Ну, знаете, это же один Аллах знает, как говорится, что можно, что нельзя. Мы в рамках того нашего там восприятия действительно, вот когда видим проблему, мы ее пытаемся решать. Мы не сидим здесь. На каждую ситуацию мы все-таки даем решение. Вот недавно открыли ситуационный центр, потому что мы увидели, что люди не могут дозвониться. Ситуационный центр там за 4 дня принял уже там 5000 звонков почти, 5000 обращений. Я думаю, 5000 людей не могли дозвониться в другие места. Да, и, соответственно, каждый из них получил помощь. Поэтому вот, мы когда почувствовали, что в этом вот, почему появилась идея, на что же появилась идея, когда почувствовали, что Южный округ Стерлитамакский начинает задыхаться без коечного фонда, мы тут же приняли решение. Мы очень готовы, мы очень мобилизованы, почувствуем где-то. Я как смею, ну, так улыбка, да я навтыкаю всю Башкирию, значит, этими госпиталями, лишь бы людей можно было, значит, спасти, помочь. комфортно лечить. Ну, мы с этим надолго.
Вы всегда говорите, мы решили. Не я решил, а мы решили. Ну, мы управленческие серьезные решения, я, как правило, с коллегами своими, с членами команды советуюсь, потому что тут я, понимаете, всегда лучше всесторонне осмыслить. И мы иногда так через жаркие споры проходим. Спасибо. Спасибо.